Всем привет! Я думаю, многие из вас хотели бы увидеть дрон в деле, и поэтому я, пользуясь таким служебным положением, решил рассказать об выступлении моего Волка, Whippet Спринтера. Сначала видите старт на обычную камеру, ну а дальше идет запись дроном. Как вы видите, отлично видно и как идет приманка, и как бегут ребята. Ну и давайте я вам немного расскажу, собственно, о ходе состязаний. Вот в этом забеге, который вы сейчас можете наблюдать в первом, Волк шел на промежуточном втором месте с отставанием 1 балл, получив 183 балла. И как бы это как в Голливуде, да? Небольшая интрига. Хватит ли Волку этих баллов за второй забег, чтобы занять призовое место на этих соревнованиях? Или же все-таки парень немного не дотянет? Или, может быть, какие-то иные обстоятельства случаться. Ну и пока мы наблюдаем этот забег, вы видите, вот иногда ошибается и оператор, стоящий на земле, то есть я. Ну, бывают ошибки у Антона Булгакова, но тем не менее огромное ему спасибо. Он отлично провел запись, отлично отработал. И вот вы видите финиш, смотрите, как феерически Волк бросается в приманку. Наверное, вы в группах видели даже фотографию, как все это выглядело. Но это была просто бомба. Такого желания атаковать приманку, ну, давно не видел я уипетов, чтобы летел аж вверх дном. Ну и, собственно, давайте посмотрим сейчас баллы, которые случились в этом соревновании, и перейдем на второй этап, собственно, решающий этап этих состязаний. Ну и вот он, старт второго забега. Его мы с вами разберем шаг за шагом, очень подробно, чтобы понять, что происходило, какие решения принимал Волк, и как эти решения влияли на развитие. Итак, вот он старт. И как вы видите, первый нюанс – время реакции хозяина. Как вы видите, Леона отпустили чуть-чуть раньше. Ну, может быть, это по руке стартера, я не буду говорить. Но вот это вот отставание, которое вы видите у Волка, оно обусловлено временем реакции хозяина. Итак, Волк срезает первый поворот. Обратите внимание, он контролирует приманку, смотрит в ее сторону. И резко, посмотрите, как прекрасно владеет телом, резко разворачивается на нее. Итак, каскад этих повторов мы посмотрели. Переходим к следующему эпизоду. Вот здесь вот могло бы быть плохо, но в итоге все случилось хорошо. Леон пролетел мимо Волка. Волк ведет приманку. И вот еще одна угонка. И вновь надо внимательно разобраться, что же происходит. Обратите внимание, как далеко от Волка уводят приманку. Вот он поворот. Как вы видите, синим Волк, красным приманка. И она уходит все дальше. Сейчас мы посмотрим, как это выглядело с камеры, которая находится на горизонтали. Как видите, соперник Леон уходит вперед, и приманку уводит из-под него. Обратите внимание, как минимально Волк буквально на секунду ищет приманку и устремляется в атаку на нее. Леон упускает приманку. Что же происходит дальше? Вновь квадрокоптер. Смотрим. Обратите внимание, здесь очень важный момент, что Леон топчется, Волк прибегает позже и все равно находит приманку. Обратите внимание, два ролика, угонка, метров, я не знаю, 50-60 между собаками и приманкой. И Волк все равно находит ее. И вот он момент, можно сказать, поимки этой приманки. То есть он вышел на перерез, взял ее один раз, финишная прямая, и смотрим, как же будет финишировать после всех вот этих вот приключений Волк. И вновь отличный вход, мощно и бескомпромиссно. Настоящий герой этого соревнования, вот он оказался не признан, потому что, посмотрите, собака отработала идеально. В те условия, которые ее поставила вся эта ситуация, все эти уходы от приманки на 50-60 метров от него, и что же мы имеем в итоге? Мы имеем 168 баллов. 168 баллов и 5 место. Напоминаю, до этого вот этот великолепный пес был на втором месте, а скатился на 5 со 168. Ну, я думаю, вы сами можете решить, хватит ли 168 для такого героя или нет. Спасибо за внимание.